свержения конституционного строя. И, то есть помощь по защите является угрозой для государства. И занимается им не надо. А если он имеет свое личное мнение на пространстве соцсетей? На действия следователя. Когда мы начали говорить собственную позицию, собственный взгляд. Здравствуйте, с вами Нурлан Тукталиев. И сегодня я бы хотел рассказать об одном своем кейсе, где милиция предъявила обвинение в попытке захвата власти, свержения конституционного строя, и то есть мой подзащитный является угрозой для государства. Аламедунским РОВД было предъявлено обвинение моему подзащитному Подпаеву Тариэлю в том, что он предпринимает какие-то действия для того, чтобы свергнуть власть, тем самым захватить административное здание, стать у руля государства и насильственно удерживать власть. Напомню, данная статья является очень тяжелой. Она должна сопровождаться именно массовыми беспорядками, подготовлениями к таким мероприятиям. Но в данном случае непонятно каким образом милиция в данном случае предъявляет это обвинение моему подзащитному. То есть Подпаев Тариэль является простым таксистом, в прошлом вулканизаторщик. Но из-за своих постов в интернете милиция увидела в его действиях попытки свержения власти, попытки сменить государственную власть и удерживать. Сегодняшнее видео мы создали для того, чтобы обратить на это внимание на то, что граждане должны быть осторожнее в своих постах и публикациях, как в Фейсбуке и Инстаграме. Дело в том, что, как я уже сказал, мой подзащитный делал определенные публикации, высказывал собственное мнение по поводу коррупции в нашей стране. Но, как оказалось, такие публикации могут делать только избранные, то есть, может быть, чиновники и так далее. Простым гражданам это не дозволено, чего мы видим на примере Аламедунского РОВД. Сегодня мы вам полностью расскажем, покажем, и где он, как проживает наш так называемый будущий лидер, может быть, революционного движения. Вот. Оставайтесь с нами. Сейчас мы находимся рядом с домом моего клиента, которого обвиняют в приготовлении свержения власти. Давайте посмотрим, как наш неизвестный революционный лидер живет, в каких условиях и почему все-таки милиция решила предъявить ему такое обвинение особо тяжкое и говорит о том, что он якобы своими действиями определенными угрожал конституционному строю и всему государству. Давайте пройдем и посмотрим, как же наш несостоявшийся революционный лидер живет. Вот мы находимся сейчас в доме. Он моего клиента, которого сейчас обвиняют в том, что он сделал какие-то приготовления к свержению власти. Но дело в том, что мне кажется, что это обвинение вообще мало назвать это обвинение смешным. Определяют обвинение, то есть получается таксисту, вулканизаторщику, который вообще далек от политики, нигде не был замечен, но через посты интернет высказывал свое мнение по поводу коррупции, также поддерживал направленность властей в борьбе против коррупции. То есть высказывал собственное мнение через социальные сети. И что же получается? Он высказал свое мнение, и ему предъявили обвинение, что он пытается свергнуть власть и каким-то образом захватить весь Кыргызстан своими определенными действиями. Дело в том, что мы уже дошли до того, что даже милиция стала расследовать подобные дела. То есть были даны какие-то определенные, наверное, указания, чтобы преследовались уже простые граждане.
Дело в том, что данная статья предназначена только для Комитета национальной безопасности, и они уполномочены расследовать подобные преступления. Но у нас на практике уже показывается, что уже наши простые граждане могут быть преследоваться и быть обвиненными в этом преступлении только из-за своих постов. То есть вообще это уже как бы является как смешным, то, что милиция расследует это преступление, то есть попытку свержения власти и его приготовление. Мы обратились с жалобой в районный суд Алмудского района к следственному суде на действия следователя. Когда мы начали говорить собственную позицию, собственный взгляд, нам, получается, следователь просто сидит и улыбается. Ему просто смешно от того, что он предъявляет такое обвинение простому гражданину. Если он не политик, если он не какой-то там крупный бизнесмен, который был замечен или баллотировался куда-то, но почему-то следователь и руководство Алмудского района считают, что по таким статьям можно преследовать наших граждан за публикации в соцсети. Так что будьте осторожны, это первое. Во второе, после нашей жалобы суд рассмотрел и признал действия следователя незаконными, обязал устранить допущенные нарушения. Но посмотрим, как это будет на практике, и мы будем держать вас в курсе. Свержение конституционного строя, то есть может защите является угрозой. И занимается им не надо. А если он имеет свое личное мнение на пространстве соцсетей? На действия следователя. Когда мы начали говорить собственную позицию, собственный взгляд, что он какие-то меры предпринимал для того, чтобы сменить конституционный строй и угрожать государству. Вот такому обвинению было особо тяжкое преступление ему было вменено. Честно говоря, мы не понимаем, почему такое, допустим, чем это сопровождается, да? Сопровождается массовыми беспорядками, вооруженным столкновением. Финансирование тоже? Финансирование, какие-то действия должны были направлены. Но он обычный организаторщик. Каким образом следствие увидело в нем угрозу, я думаю, что будет правильно. Да, вот следователь, да, мы неоднократно тоже обращались с ходатайствами. С камерой какого бойынша? Адвокат айтып жатыр, билікті басу бойынша әрекет жүрген деп. У нас имеется соответствующая пресс-служба. Все вопросы к ним комментировать ничего не буду. Не может, да? Если комментарий беремін, бұлар өзінің құқығы. Анан эмне себеп болгон, балким бир пост жазып койгон чыгар, билик сынап койгон чыгар. Дело в том, что у него была своя гражданская позиция против коррупции, он публиковал. Но тут, получается, власти таким образом, наверное, уже преследуют простых граждан, которые даже отношения никакого не имеют к государственным органам. Просто не хотят, чтобы простые граждане говорили о какой-то коррупции и запрещают тем самым показывать, что с коррупцией необходимо бороться. Понимаете? Честно говоря, смешным это обвинение уже как бы назвать уже непонятно, как это будет. Есть явные факты? Явные факты непонятно. Честно говоря, обвинение, возможно, распространение какое-то можно было натянуть, но ему именно насильственный захват власти, удержание и... Он под стражей? Сейчас он находится под стражей, да. Насколько? Более того, хочу сказать, что ему сейчас на сегодняшний день угрожают. Угрожают его родным, сотрудники милиции. Также было написано заявление, вызвано 102. И мы хотим просто обратить внимание на это. Почему простые граждане начинают преследоваться. Мы с этой жалобой обратились в суд, и сейчас суд признал его действие незаконным, обязал устранить, и также было вынесено частное определение. Но удивляет то, что ему было предъявлено особо тяжкое преступление, где срок уже начинается от 15 лет с конфискацией имущества.
Я сестра Ботпаева Тариэля. Это мой родной брат, которому сейчас предъявляют обвинение по статье 326 «Насильственный захват власти». Для меня, как для сестренки, это очень удивительно. И вообще для меня очень странно, как работают наши правоохранительные органы, как они могут вообще человека обвинять в такой статье без доказательств, без ничего, на голых фактах. Человек просто-напросто в соцсетях, в Фейсбуке, то бишь, высказывал свое мнение, комментировал, то есть. Он сам ничего не писал, никаких там статей, ничего не публиковал. Просто-напросто репостил. И сейчас, получается, из-за этого человек сидит. Статья очень страшная. Это, я считаю, человек, если не политик, не чиновник, не какой-нибудь там в оппозиции, я думаю, он этим не занимается, ему это не надо. А если он имеет свое личное мнение в пространствах соцсетей, то я думаю, это его личное мнение. И по поводу его мнения, я не вижу там ничего такого страшного, не вижу, что он там что-то собирается делать или собирается что-то там переворачивать или что-то там подвергает опасности наше государство или что-то. Просто человек борется с коррупцией. Вообще он сам по натуре активист. Ему не нравится, что наши, может быть, какие-то чиновники или наши какие-то товарищи берут взятки или еще что-то. Вот человек не может спокойно на это смотреть. Вот и все. Пишет свое мнение, высказывает свое недовольство. Все, что он делает. Вообще он обычный работник, у него обычная семья, у него несовершеннолетняя дочь, у него есть свой маленький бизнес, то есть вулканизация, шиномонтаж. Иногда он подтаксовывает, вот, все, больше он ничем не занимается. Простой дом, обычный, да, простой дом, обычный горожанин, среднестатистический горожанин, все. Ничего за ним такого я не замечала. И когда меня спросили, вообще вы в курсе, я сказала, я первый раз слышу от вас такую информацию, потому что я никогда за ним такого не замечала. Какой-либо, может, партии политической? Нет, конечно. Какая партия? О чем вы говорите? Какая партия? У человека цель прокормить семью, обеспечить семью. Получается, сейчас такое трудное время, что-то заработать, какую-то копейку. Какая партия вообще, какие вообще, не знаю, действия против нашей власти? Мне вообще смешно, если честно, когда обвиняют, вот и такую статью вменяют. Я так думаю, что это либо некомпетентные органы, либо... Не буду говорить, не буду уточнять. Следствие разберется, я думаю. Вот так вот. А можешь дом показать, где он работал, может, его компьютер есть, может, какой-нибудь, да? Вы знаете, здесь вот он проживает, я вообще здесь бываю, да, я так-то прям не знаю ничего это. Но показать я, конечно, покажу. Обычный стандартный дом. Хотите, можете посмотреть, это посмотрите, это, да, запишите. Вот так вот. Обычно вот их предбанник здесь получается. Здесь вот так. Обычно или вот обычно. Да, конечно, да. Ничего здесь такого нету, чтобы человек. Просто человек, да, живет. И сейчас вот он вообще, у него предпенсионное состояние, ему 55 лет. Какой переворот вообще? Вообще у него со здоровьем очень нехорошо, потому что я, насколько знаю, у него увеличенная печень, он болеет. Недавно я его возила на рентген, у него трещина в колене, он хромает. Сейчас он на данный момент находится в СИЗО номер 1. Я слышала, что он болеет, простыл, кашляет. Я понимаю, там, наверное, условия такие, я там не была, конечно, но примерно представляю, что там может быть. Для здоровья, конечно, это очень вредно, я так думаю. И сидит человек там, получается, просто так, уже целый месяц. Я думаю, это очень несправедливо и неправильно. Свержение конституционного строя, то есть служба защиты является угрозой. И занимается им это не надо. А если он имеет свое личное мнение в пространстве соцсетей? На действия следователя. Когда мы начали говорить собственную позицию, собственный взгляд